12 апреля 2016 года для нас очень значимые события. Сегодня во всем мире отмечается 55-летие полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. И сегодня отмечается День космонавтики. Для нашей школы слово «космос» не пустое место, потому что уже более 17 лет наша школа носит имя летчика-космонавта номер 3, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Андриана Григорьевича Николаева. Школа берет свое начало с 1962 года. Именно в этот год полетел в космос впервые Андриан Григорьевич Николаев. Когда-то наша пионерская и комсомольская дружина носила имя этого замечательного человека. Но наступили перестроечные времена, пионерия и комсомол канули в лето, но мы не теряли надежды, что мы сможем вернуть имя Андриана Григорьевича Николаева школе. И такая возможность нам предоставилась в 1999 году, 5 сентября. Именно в этот день Андриан Григорьевич Николаев приехал в город Чебоксары в гости и нашел возможность посетить нашу школу. И на торжественной встрече мы обратились к нему с просьбой, чтобы он дал согласие на присуждение нашей школе имя летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева. И он с удовольствием согласился. У нас есть письмо, где на стенде вы можете его увидеть, там стоит его подпись, где он дает согласие. И с 1999 года, уже 17 лет, наша школа носит его имя. В нашей школе Андриан Григорьевич Николаев был несколько раз. В 1962 году, в 1963, 1999, 2001 году. И последний раз мы встречались с ним незадолго до его смерти в 2004 году. Очень жаль, что с нами нет этого замечательного, доброго, отзывчивого. Будучи звездным, он все равно оставался земным. Просто в общении был. И еще примечателен тот факт, что в нашей школе учились племянники его старшего брата и младшей сестры. И вот эта вот космическая традиция, она как бы у нас продолжается. В 2006 году впервые нашу школу посетила его дочь Алена Андрияновна Николаева-Терешкова. И уже 10 лет мы с ней дружим. Каждый год, 5 сентября, Алена Андрияновна приезжает в город Чебоксары, в Шоршилы, на могилу к своему отцу и обязательно приходит в гости в нашу школу, где общается с детьми. Она тоже очень проста в общении, дети ее очень любят, она любит нашу школу, мы с ней постоянно созваниваемся по телефону, поздравляем друг друга. В 2015 году Алена Андрияновна сделала нам большой подарок. Она пригласила нас в гости в Ярославль, в планетарий и музей, посвященный ее маме Валентине Терешковой. Депутат городского собрания депутатов города Чебоксары Илья Шазатович Калмыков помог нам осуществить эту поездку. Он оплатил нам дорогу, и мы с детьми 2 дня были в Ярославле, посещали планетарий, встречались с интересными людьми, посетили музей космонавтики, посвященный Валентине Владимировне Терешковой. Как я уже сказала, для нас 12 апреля – это очень большой и значимый день. В этот день мы не учимся. Все наши учебные занятия заменяются внеурочной деятельностью. Например, в этом году, в год российского кино, мы отправились, благодаря Госархиву Чувашской Республики, в большое кинокосмическое путешествие. Все наши классы, начиная с 5 по 11, сегодня смотрят фильмы разной направленности. Среднее звено – большое космическое путешествие. Старшеклассники – фильм «Гагарин». 8 классы будут смотреть такой замечательный фильм, как «Москва-Кассиопея». Ребята помладше сегодня отправились в Национальную библиотеку, в президентскую библиотеку Ельцина, где там пройдет телемост с Санкт-Петербургом, где будут выступать космонавты, герои России, где будут выступать ребята из отряда юных космонавтов Санкт-Петербурга. Младшее звено, 1 и 2 классы, отправились во Дворец детского и юношеского творчества, где там вместе с ними преподаватели дворца проведут мастер-классы, расскажут им, покажут, и они будут выполнять своими руками поделки, посвященные космосу.
Каждый год, незадолго до Дня космонавтики, мы объявляем неделю или декаду космонавтики, куда включаем большое количество различных мероприятий. Это и выставка рисунков, и выставка поделок, и веселые космические старты, это и встречи с интересными людьми, и мы провели вчера гагаринский урок, почтили минуты молчания памяти Андриана Григорьевича Николаева, Юрия Алексеевича Гагарина и всех тех, кто сделал сказку былью. Традиционно в День космонавтики все наши классы, а у нас сейчас в данный момент в школе 38 классов, возлагают цветы к бюсту Андриана Григорьевича Николаева и к памятнику Юрия Алексеевича Гагарина. Каждый год 12 апреля мы участвуем в митингах, посвященных Дню космонавтики или юбилейным космическим датам. Каждый год мы проводим много различных интересных мероприятий. И еще у нас есть одна такая значимая традиция. 5 сентября мы отправляемся в Шоршило, в музей космонавтики, где возлагаем цветы на месте захоронения Андриана Григорьевича Николаева. И в каждый юбилейный год мы всей школой туда отправляемся. А так в обычные года у нас туда отправляются первоклассники вместе с родителями. У нас есть свои традиции, связанные с космосом. Например, замечательная традиция оформления дверей кабинетов. Это такое вот коллективное дело, где активно участвуют и учителя, и дети, и самое главное родители. То есть мы вовлекаем родителей вот в это наше космическое движение. С 2004 года в республике существует республиканское движение юных космонавтов, нас зовут «Космические дали». И вот мы были одними из первых из города Чебоксары, которые вступили в это космическое движение. И уже 12 лет мы участвуем в этом движении. Мы были одним из лучших отрядов юных космонавтов. Вот сегодня наша делегация тоже находится сейчас в Шоршилах, и там будут подводиться итоги движения этого движения за 2015-2016 год, и я надеюсь, что мы займем там призовые места. Сегодня у нас также пройдет линейка, посвященная 55-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. На этой линейке дети услышат голос Гагарина, услышат голос Сергея Павловича Королева, услышат сообщение ТАСС о полете в космос Гагарина. И сегодня мы, как 5 лет тому назад, на 50-летие, запустим в небо 55 шаров. И не просто запустим, а загадаем желание, чтобы эти наши желания исполнились так же, как и желание Юрия Алексеевича Гагарина и тех людей, которые ему помогали подняться в космос. Вроде бы все. Как вы смотрите на то, создание, сейчас инициатива идет молодежи, создание художественного фильма о Николаеве? Я вообще хочу сказать, что вот раньше в Советском Союзе для детей делали очень хорошие детские фильмы. Вот те фильмы, которые сейчас смотрят наши российские школьники. На сегодняшний день в нашем советском, то есть в российском пространстве нет ни одного фильма, детского фильма, посвященного космосу. Есть вот на моей памяти только фильм, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину, более-менее такой вот новый фильм. Ну, были мультики еще про Белку и Стрелку, и сейчас еще какой-то мультик вышел. И я бы с удовольствием поддержала эту инициативу, чтобы сняли фильм об Андриане Григорьевиче Николаеве. Именно художественный фильм, чтобы вот дети смогли воочию увидеть, как проходило становление этого замечательного человека, как он добился таких высот, потому что вот молодежь, она поклоняется таким современным идолам, как певцы зарубежные или наши, где в основном, извините меня, преобладает пошлость, вульгарность. И на вот этих примерах они воспитываются, они считают, что это норма. А вот на примере таких великих людей, как Гагарин, Николаев, Терешкова, Леонов и многие другие, вот это, наверное, немножечко другой пример, который бы воспитывал в наших детях патриотизм, чувство ответственности, чувство долга перед своей родиной. Спасибо.